Теперь все звезды можете гасить, луну и солнца с неба уносить, и вылить океан, и срезать лес. Театр закрыт, в нем больше нет чудес. Эти строчки написал Одан. Это касается Туркменистана. В Туркменистане остались только коррупционеры, подхалимы и бездарные руководители. Вернемся к нашей теме. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Сегодня я опять с вами, лидер ДВТ Мурат Курбанов. Сегодня я хотел провести с вами передачу на тему «Почему народ Туркменистана превратился в манкуртов?». Это очень интересная тема. Давайте мы вместе рассмотрим эти проблемы, которые привели к тому, что наши граждане Туркменистана стали манкуртами. Давайте сначала разберемся со смыслом слова «манкурт». Манкурт, согласно роману Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» и «Дольше века длится день», взятый в плен человек, превращенный в бездушное рабское создание, полностью подчиненное хозяину и помнящее ничего из предыдущей жизни. Вам не напоминает туркменистанца? Вот это определение, которое дал Чингиз Айтматов, оно точно определяет сегодняшнего туркменистанца, который является иммигрантом в своей стране, который является туристом в своей стране, который живет в другой стране как турист и считает, что у него есть страна своя. По определению манкурт – человек, утративший историческую память, духовные ценности и ориентиры, порвавший связь со своим народом. Похоже на наш народ. Если сделать экскурс в историю, то слово манкурт возможно, восходит к древнетюркскому манкюль, неразумный, глупый, лишенный рассудка. В романе рассказывается о том, как молодого кочевника Жоламана, сына основавшего Джужанский каганат, это 330 год, 555 год, в пределах этих годов нашего века, сделали этого человека манкуртом. Его мать, Найман-Ана, долго искала своего сына. Но когда она нашла его, он ее не узнал. Более того, он убил ее по приказу своих хозяев. В тексте своего романа Чингиз Айтматов дает подробное определение образа. Давайте я вам зачитаю. Манкурт не знал, кто он, откуда родом, племенем. Не ведал своего имени, не помнил детства, отца и матери, одним словом. Манкурт не осознавал себя человеческим существом. Лишенный понимания собственного «я», Манкурт с хозяйственной точки зрения обладал целым рядом преимуществ. Он был равнозначен бессловесной твари и поэтому абсолютно покорен и безопасен. Он никогда не помышлял о бегстве. Для любого рабовладельца самое страшное – это восстание раба. Каждый раб – потенциально мятежник. Манкурт был единственным в своем роде исключением. Ему в корне чужды были побуждения к бунту, неповиновение. Он не ведал таких страстей, и поэтому не было необходимости стеречь его, держать охрану и тем более подозревать в тайных замыслах. Манкурт, как собака, признавал только своих хозяев. С другими он не вступал в общение. Все его помыслы сводились к утолению чрева. Других забот он не знал. Зато порученное дело исполнял слепо, усердно, неуклонно. Манкуртов обычно заставляли делать наиболее грязную, тяжкую работу или же представляли их к самым нудным, тягостным занятиям, требующим тупого терпения. Только манкурт мог выдержать в одиночестве бесконечную глушь и безлюдие сарозеков, находясь неотлучно при отгонном верблюжьем стаде. Он один на таком удалении заменял множество работников. Надо было всего-то снабжать его пищей, и тогда он бессменно пребывал в пределе зимой и летом, не тяготясь одичанием и не сетуя на лишение. Повеление хозяина для манкурта было превыше всего. Для себя же он, кроме еды и обносков, чтобы только не замерз в степи, он ничего не требовал. Я всегда удивлялся, почему наши туркмены на протяжении 30 лет стали манкуртами. Другими словами, из них сделали рабов. С 1991 года, с начала получения независимости Туркменистан захватили диктаторы. Сначала Ниязов, Сапармат Ниязов со своей шайкой, Умнов, Жадан, Храмов. Он присвоил себе имя Туркменбаши через 3 года, в 1993 году. Потом в 2006 году, как только он умер в декабре месяце, 21 декабря, страну уже
новым способом захватил Бердымухамедов. Также вместе с Жаданом Храмовым. Умнов к этому времени уже скончался. В 2006 году он захватил в декабре месяце, в январе подготовил выборы, 14 февраля провел выборы, выиграл с 99-97% голосов. Ну, это смешно. Кроме этого, он в этом же году объявил себя Аркадагом. Что называется, что переводится как покровитель. Вот смотрите, имя Туркменбаши вроде как хорошее имя, имя Аркадах как покровитель вроде хорошее имя. Вот эти два человека сделали нарицательно. Они смогли вот эти два хороших слова, значит, сделать в народе нарицательным словом. Туркменбаши как только не называли Келлебаши, там, Безбаши и так далее, и так далее, и так далее. А Аркадага называют Харамдах. Харам – это, ну, то, что плохое. Даг – это гора. То есть плохая гора, или это еще мягко сказано. Вот. В общем, я все же не могу понять, почему мы стали манкуртами. Давайте мы исследуем. До сегодняшнего дня я знал, конечно, основные причины, но сегодня вот я постарался исследовать этот вопрос и хотел поделиться с вами, почему все-таки наш народ стал такой боязливым манкуртом, у которого нет ни патриотизма, у которого моральные нормы упали до средневекового уровня, которые вперед выдвинулись предательство, стукачество, подхалимство, коррупционность и так далее, аморальные качества. Это сейчас является чуть ли не трендом в Туркменистане. Давайте рассмотрим, почему так получилось. Прежде чем к этому прийти, давайте рассмотрим, как к этому приходили. Когда мы стали манкуртами, то есть когда мы стали становиться манкуртами, над нами работали советские пропагандисты, карьеристы, коррупционеры, такие как Умнов, Жадан, Храмов и их главарь Ниязов. Эти коррупционеры, эти карьеристы, эти пропагандисты были высокого разлива. Они создали диктаторскую авторитарную систему, где весь смысл был подчинить все управление власти одному человеку и превратить народ в манкуртов. Уничтожили интеллигенцию, посадили, купили, выгнали их всех. Закрыли границы, интернет, изолировали, в общем, народ полностью. В то время, чтобы выйти из Туркменистана, требовалась виза. Сейчас мы опять к ней пришли. То есть, если ты в Туркменистан заехал и не нарушил где-то какие-то правила административные, допустим, в Турции или в России, тебе ставят, в большинстве случаев тебе ставят депорт, внутренний депорт, обратите внимание, от 15 до 25 лет. Это говорит о том, что ближайшие 15-25 лет ты не можешь выехать за пределы Туркменистана. То есть они перешли границу абсурда, границу идиотизма. То есть мало того, что они не выпускают, они еще дают депорт. То есть у них специальная система, в системе они отмечают твой депорт, внутренний депорт. То есть тебя, я не знаю, куда депортируют их, наших граждан Туркменистана. Это, конечно, абсурд. Но этот депорт говорит о том, что, как говорит миграционная служба, вам запрещено выезд в ближайшие 15 дней, 5 лет, 15 лет, 5 лет, 10 лет, 25 лет и так далее. Это в зависимости от отметки. То есть ты не можешь быть простым гражданином, не политиком, просто трудовым мигрантом, который заехал в свою страну, чтобы переделать паспорт, тебе ставят. Это лупит в 80-90 случаев. Только для того, чтобы теперь это все исправить, то есть получить паспорт без депорта, тебе надо будет заплатить очень много денег, бегать 6-7 месяцев или год по целому кругу инстанций, там платить взятки и доказывать, что ты не осел, не идиот, но что ты манкурт. Вот к этому пришли. Ввели понятие устное распоряжение президента, которое считается выше, чем закон Туркменистана. То есть превратили президента не в короля, а в бога. То есть если он сказал, любой гаишник, любой милиционер где-то тебя остановит и говорит, я Шулингор Кульметва, есть указание старейшего. И этот старейший, это есть или
Аркадак, как народ его называет, Харамдан, или же Туркменбаши, который был и умер, к нашему счастью. Конечно, нельзя так говорить о мертвых, но если бы он продолжал жить, мы бы еще больше мучились бы, весь народ вообще жил бы не то, что в тюрьме, в концлагере. Они создали целую систему контроля масс-медиа, цензуры, закрыли частные каналы, газеты, общественные организации, партии, движения, все было закрыто. И не дай бог, кто-то захотел бы открыть что-то или так далее, тут же он просто исчезал. То есть создали из советской прогрессивной страны в угрюмое закрытое государство, где они вымыли просто интеллигенцию. Создали машину по уничтожению личности, гражданской активности. Каждые полгода проводили заседание Кабинета министров, где унижали достоинство не только министров и замов Кабинета министров, а целого народа. То есть через каждые полгода Ниязов начал, а сейчас продолжает Бердмухамедов, он ловит типа, защищает народ, заместитель Кабинета министров и министров, или там начальников департамента, их вытаскивает на Кабинет министров, угрожает своим пальцем, плюет на всю Конституцию, заставляет их плакать и читать заготовленный текст там. До этого, конечно, его избивают там, на бутылку сажают. Ну, чем только не занимаются, чтобы он начал говорить. Колют специальные уколы, психотропные. И он выходит, признается во всех грехах, которые изначально ему предъявили. И это все происходило в течение 4-5 дней, и он становится как говорится, виновным. И вот перед еще даже судебного разбирательства не было, еще прокурор не закончил свою работу, но он уже виноват. То есть вот там Ниязов, а теперь Бердымухамедов им угрожает, как будто страну защищает или народ, и говорит, я вас посажу. На самом деле это механизм, как у Калигулы, если помните, он убивал своих сторонников сначала, кто вокруг него, он устал их убивать, все мятежи эти погашать. Он что, он забрал машину, которая режет голову, как газонокосилка, вот так крутится. Он закапывал их до головы и просто включал машину, и весь народ призывал и показывал, насколько он может расправиться с любым человеком. И любой человек может там оказаться. Вот это самое они применили. Они показывали по телевидению целую неделю вот эти кадры, где вчерашний министр, который ездил на Мерседесе, сейчас одну минуту я приглашу на свою передачу одного нашего активиста. Я забыл его пригласить, он хотел участвовать в этой передаче. Вот по телеграм я отправил ему приглашение. Вот. Этого человека, который ездил вчера на Мерседесе кожаном, который представлял страну, который вел переговоры, вдруг в один день, вот буквально в один день, когда решит вот этот вот объявивший себя богом, или Туркменбаши, или вот это так называемый Аркадак, его, как говорится, привлечь к ответственности. Сразу его ночью в 4 часа утра приезжает специальная бригада, которая называется 6-й отдел национальной безопасности. Одевает мешок на голову, в трусах его забирают, значит, если он там в финках, значит, в спортивном костюме. Забирают его туда, в Комитет национальной безопасности, и проводят над ним все действия физического и психологического давления. После этого с этим человеком, после этого этот человек в течение 4-5 дней не спит, его избивают, обливают, колют, угрожают, ему дают условия. Если ты не признаешься во всех грехах, которые тебе предъявлены были, то ты, твоя семья, твои дети, твои братья, сестры, которые замужем за другие семьи, все они в районе 500 человек пострадают. То есть они будут уничтожены. В лучшем случае там кого-то снимут с работы, остальных посадят. Дальних родственников снимут с работы и выгнут со всех мест, магазины частные закроют, а родственников посадят. Вот этот механизм они использовали и показывали по телевидению, чтобы у человека снизить его гордость, чтобы убрать его храбрость, чтобы испугать его. И это все 4-5 дней показывают по телевизору, иногда до 10 дней доходит.
показывают по телевидению и говорят, кто здесь Бог и что он делает с окружением. И народ, вот когда одного министра сажают, то не только министра сажают. Я был свидетелем, один раз у генерального прокурора находился случайно, там сидел, давал объяснения свои, и в это же время заместитель генерального прокурора заходит и говорит, называет одну фамилию и говорит, что с ним сделать. Она говорит просто, его, значит, наказать, захватить, забрать его прямо из кабинета, привести, еще поймайте 50 компаний, сделайте эту мафию, как мафию, ну, как обычно организуйте. То есть вот этот человек, который работал, кто бы его знал или там маломальски учился с ним и так далее, всех захватывали вместе, всех собирали и делали мафию. И тогда я, когда сидел у председателя генерального прокурора, я подумал, в любой момент любого человека, особенно бизнесмена, могут забрать только за то, что он типа связан с кем-то там и так далее. То есть настолько нарушались законы, настолько они не соблюдались, что проще перечислить законы, которые соблюдаются. Вот, вот эту вот систему создали Жадан, Храмов и Ниязов, Умнов. Далее, одну минуту, Тимур, я доскажу, потом мы перейдем к дискуссии. Создали из правоохранительных органов правонарушительные органы. Вот эти правонарушительные органы чем занимались? Они занимались тем, что они нарушали права людей, захватывали, избивали, взятки брали, заставляли ходить. После 21:00, если ты хочешь, тебя забирают, сразу сажают в изолятор, неважно, ты виноват, не виноват, до выяснения типа. В редких случаях, если у тебя знакомый есть или ты можешь кому-то позвонить, тебя освобождают. А так, как в концлагере. Это было и при Ниязове. Меня вот я после работы поздно возвращался, меня много раз останавливали. Меня сопровождали до дома. Я настолько уже не мог этому сопротивляться, что звонил сразу, взял знакомого одного, который в полиции работает, ему просто звонил сразу, даже не разговаривал, потому что невозможно объяснить им. Они просто тебя забирали. Я возле дома стою, иду домой, уже пришел к дому, они спрашивают, что ты здесь делаешь? Я им показывал, вот я здесь живу, вот я иду к себе домой, они говорили паспорт. Я им сказал, я паспорт не ношу на работу. Пойдемте домой, я вам покажу паспорт. Ну, в общем, всякие идиотские, всякие абсурдные вещи специально нагнетаются на людей, чтобы их все их права везде угнетать, нарушать их права, чтобы они привыкли к этому. Это повсеместно. Все попытки возразить из-за национальной безопасности они создали вообще террористическую организацию, которые преследовали недовольных режимом активистов и интеллигенцию. Они очень боялись интеллигенцию и этих активистов. Обычно гражданских активистов, который где-то, если возразил, что вот так нельзя делать, его сразу забирали. То есть настолько вот народ пугали, забирали, и их гражданская активность как бы давили, что невозможно было сопротивляться. Все попытки возродить гражданское общество были жестоко и бесшумно подавлены. Был уничтожен до предела, ужесточен до предела уголовно и административный кодекс. Свыше 35% населения были специально за маленькие преступления посажены и прошли все тюремные жестокости. Многие были освобождены по ежегодной амнистии. Весь смысл этой экскурсии по тюремным лагерям был создать послушного раба Манкурта. Обратите внимание, ты можешь там маленькое нарушение делать, сразу тебя забирали, сразу тебя сажали, там суд, тройка сразу делает. Я помню моего одного товарища судили за то, что он на $200 вот продажу свою не задекларировал, продал что-то на $200, он задекларировал и оттуда не заплатил налоги. Ну, там, по-моему, 10 или 20% было, то есть 20 или $30 он не заплатил, за это ему 25 лет грозило. Он бегал, не знал, что делать. Вот. Ему в концовке дали, по-моему, 5 лет. То есть, когда мне потом ребята рассказывали, кого вызывали на суд, когда ты спрашиваешь, за что, добавляют еще 5 лет. Еще говоришь, что я вообще это не совершал, еще 5 лет.
И вот так по 5 лет года поднимались, поэтому ты молчал там. Тройка обычно: прокурор, э, судья и адвокат. Ну, адвокат, конечно, тебя не защищает, он просто официально присутствует. Далее. э, Вот это вот специально создавалось, чтобы вот эту основную часть населения затащить туда, их провести через эти жарна вот эти, да, вот, мясорубку, испугать их, и они должны были выйти по амнистии президента, по желанию президента. Чтобы в этот список попасть, ты даешь много взяток, вся семья бегает, ты попадаешь в этот список, и чтобы выйти, ты записываешь видеообращение, что ты отца всех народов, там, Бога, Туркменбаши никогда не обидишь, ты извиняешься, ты каешься и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это видеообращение в любой момент могли показать и тебя опозорить. То есть, выйдя оттуда, это была эм, твой позор, и с этим позором ты жил, себя угнетал. Вот так люди выходили, и после этого они рассказывали другим, как там тяжело, и лучше туда не заходить, лучше о политике не говорить, лучше быть манкуртом, потому что у нас другого выхода нету. Это вот как вы в стойло загоняете этих баранов, ставите вот дорожку такую, и вот одну маленькую щель, и он должен через нее пройти и стать манкуртом. Вот так вот было сделано. То есть профессиональная работа была. Коррупция поглотила полностью власть. Все вопросы решаются через коррупцию. Законным путем ничего решить невозможно. Превратили большинство населения в стукачей и подхалимов. Приветствовалось любые инициативы по восхвалению диктатора. Я помню, как Жадан и Храмов придумали всякие акции, как похвалить Ниязова, да. Они звонили Хакиму, и Хаким бегал, быстро поднимал старейшин, быстро поднимал там женщин, находил, иногда давал деньги, чтобы они выходили с инициативы, с какой-то идиотской инициативы, назвать нашу улицу или вот город Туркменбаши, то есть Красноводск переименовать Туркменбаши. Ну, всякие вот идиотские, абсурдные глупости высказывать, и это шло как инициатива народа. Но на самом деле это все разрабатывали Жадан и Храмов. Я разговаривал с этим Хакимом, он мне рассказывал, что он устал, но он ничего не может сделать. То есть вот до такого абсурда доходило. Нарушение прав человека стало обыденным делом. Было уничтожено все пространство гражданского общества. Теперь мы пожинаем эти плоды. Граждане Туркменистана неактивны, не доверяют друг другу. Везде стукачи. Более 30% населения желают сотрудничать с диктаторским режимом и зарабатывать на этом, хоть как-то прокормить свою семью. Все чиновники, абсолютно все стали коррупционерами. Тот, кто не занимается коррупцией, его выгоняют с работы. Если ты адекватный, нормальный человек, то ты должен подчиниться и стать манкуртом. У тебя другого варианта нет. То есть система, созданная специально, чтобы из любого туркмена превратить в манкурта. Не думать, что там только туркмены. И русские, и туркмены, и другие национальности. Все становятся манкуртом. Вот это я вам рассказал, то, что я исследовал. Может быть, еще есть другие, скажем, схемы или же другие условия, по которым наш народ заставили быть манкуртом. Если вы знаете, вы можете добавить. А теперь я поприветствую моего собеседника Тимур. Тимур, вы здесь? Да, я здесь. Да, да. Да. Вот только что я объяснил нашим туркменистанцам и всем гостям, кто пришел на этот канал, почему в Туркменистане наш народ стал манкуртом. Как вы думаете, вот что вы можете добавить к тому, что я сказал? Почему вдруг все, не вдруг, а вот за эти 30 лет активное население было у нас? И писатели были, и поэты, и режиссеры, и артисты, и музыканты, и общественные деятели. Все было, и вдруг за 30 лет все это исчезло. Остались только подхалимы, вот эта женщина с буркой, которая говорила, что если Туркменбаши умрет, я умру вместе с вами. Вы мне там место сделаете тоже, чтобы я лежала с вами. Я готова умереть. Но почему-то, когда умер Туркменбаши, она не смогла умереть, потому что, наверное, совесть не позволила. Она начала уже второму диктатору петь эти же дифирамбы. И она является народной артисткой Туркменистана, медали у ней там ежегодно получает и так далее. То есть приветствуется это со стороны диктаторов, вот эти вот такие люди. Как вы думаете, почему все-таки наш народ стал манкуртом? Что еще вот им
И что еще заставило стать манкуртом? Как вы думаете? Это началось еще сильнее, но в советское времен еще было, конечно, но еще сильнее началось вот это вот манкуртство, это со времен этого, то есть Сапармата Ниязова. Когда я работал в войсках в то время, я человек военный, вот вы знаете, вот, тогда уже началось вот так. Если человек блестящий, кадровый офицер, знания отличные, стрельба отличная, то есть он вообще, то есть люди, которые умением, знанием этому властью не нужны были, потому что они в первую очередь, вот Сапармят Князев, начал убрать людей, которые грамотные, которые что-то может, чего-то стоят, понимаете? И он начал приветствовать тех людей, которые, ну, это в основном это полиция, минбешники, вот их начал уже как-то, вот таких людей, которые там, вот Халимов, там, очки вытирателей, начали его, вот таких людей надо, начали больше распространять и приветствоваться качество вот так вот. И с тех времен, 91 года, вот это с тех пор, и вот это вот Верда Мухаммедов еще сильнее он это вот, этим начал заниматься. Да, он как бы, когда перешел на власть, немножко чуть-чуть ослаб, а потом началось. Потому что он наркоман, потому что он психически больной, шизофреник, поэтому, естественно, все его из этого, с самого начала это, естественно, это храм Жадан, который руководит нашими кукловодами. Вот, они, вот это вот, все авторами манкуртства, это являются вот это вот два еврея. Я против евреев ничего не имею, но они, на самом деле, они ненавидят туркменский народ. Они ненавидят. У них в планах было такое, чтобы Кирджовский ненавидел марийских, марийских ненавидел ашхабадских, специально их травливают, специальные слухи пускают. Они занимаются с теми, что чтобы люди не были сплоченными. Вот. Поэтому, если туркмены будут сплоченными, это значит, они не смогут воровать, значит, они не могут там свои грязные дела делать не могут. Поэтому манкурство выгодно тем людям, которые сидят вот на верхах сегодняшний день. Это серые кардиналы, которые сидят сейчас вот в власти, да, вот до сих пор не сидят. Потому что там хлебные места, миллиарды деньги. И оттуда питаются некоторые вот политики там в России, в Европе, вот. И очень многие там закрывают глаза то, что творит сегодняшний день наш Харандах, этот Бердый Мухаммедов. Поэтому он плохо окупается с нашими народными деньгами. Вот. Поэтому сейчас тоже понимаете, что вот у нас есть студенты очень грамотные. Они мне рассказывают, что вот, например, говорят, мы хотим учиться, мы не хотим работать. А эти студенты приходится и работать, и учиться, естественно, и даже содержать своих родителей в Туркменистане. Вот. Поэтому это, мне кажется, это все это вот, блин, если вот так пойдем, мы Туркмении не будут, так вот туркменский язык и Туркменистана не будут, потому что они по полной программе этот Туркменистан уничтожат. Да, Потому это что, правда. да, поэтому если мы... Наша задача, цель и задача, как можем противостоять, например, извините, еще время занимаю ваше еще. Как мы можем противостоять этим режиму Харамда? Это значит, нам надо сплотиться надо и объединяться надо, значит, против режима. И действовать вместе. И ни в коем случае не действовать против активистов. Ни в коем случае. Если кто-то действует против активистов, это считайте, что 100% агентом. Я вот лично, как военный человек, я их называю агентом, потому что они мешают работать активистам. Понимаете? Поэтому уже студенты уже начали анализировать, кто как говорит, кто как это наш, кто правда говорит, кто неправда говорит, кто там агент, уже начали вычислять студенты наши. Понимаете? Молодежь. Уже знает, кому верит, уже кому нельзя верить. Поэтому я еще хочу обратиться, которые себе называют оппозицией, которые себе называют журналистами. Вот. Я им хочу еще раз напомнить, что я вас еще раз прошу, если вы даже агенты, если у вас вербовали, если даже
вас там, вас даже, как говорят, посадили на крючок, что там взяли родного брата, взяли на родного сестры, или там отцов или матери, вот, что вас терроризируют с Туркменистана, пожалуйста, с нами связывайтесь, звоните Мурат Курбану, дайте данные. Мы вас защитим, мы будем вместе с вами бороться. Но только вы понимаете, что я знаю человека, говорить я здесь не буду. Человек грамотно, историк он сам. Понимаете, он совсем по-другому говорит по этом ютубе, понимаете? Кого не надо рекламировать, зачем это делает? Я не понимаю вообще. Поэтому я еще раз обращаюсь всем, что если кто-то кого-то там, там в Туркменистане там засадили крючок и там и вас терроризируют, тогда говорите нам. Но не выступайте против активистов. Вот. Не рекламируйте таких людей, которые там не стоящих людей рекламируют, не стоящих. Не надо это делать. Сейчас та задача, это значит использовать свои знания, умения, вот, и против режима, потому что режим сейчас сотни людей работают, чтобы, чтобы разобщить туркменский народ, чтобы они не были объединенными и чтобы они не были там, значит, организованными. Специально работают, сотни людей работают режим Харандана, чтобы создавать нехорошую атмосферу среди туркменского народа. Поэтому сейчас пришло время, что все вот умения, знания используют против режима. И объединяться, братоваться, вот, и поддержать друг друга, и поддержать активистов. Спасибо. Спасибо, Тимур. Мы должны придерживаться все, и я, и вы, 3-минутного выступления, потому что у нас очень много вопросов, которые мы должны обсудить. Я Хорошо, хорошо. сейчас, извините, я сейчас заблокировал человека, который постоянно пишет клевету, то есть, ну, какие-то клеветнические вопросы. То есть, если бы он писал критику или что, я бы с удовольствием выстраивал на экран, но он пишет всегда клевету. Например, он пишет: так вы работали в этой системе, и вы были довольны почему-то. Мы в этой системе все работали, но мы не руководители этой системы. Я как бизнесмен работал на территории Туркменистана, и я вынужден был идти в прокуратуру объясняться, в полицию объясняться. У меня в год проходили 132 проверок. Поэтому я ходил, я не хочу с ними общаться, но меня вынуждали. Я никогда не работал на государственных постах, поэтому я не руководил этой системой. Все туркменистанцы в этой системе. Мы не можем убежать оттуда. Поэтому все мы были. Она не устраивала меня с первого начала. Я 2 раза уезжал из Туркменистана. На 3-й раз я уехал окончательно. Потому что невозможно. Это страну мозгами не понять. Никакой логики нету. Никакой адекватности нету. Никакого вот разумного решения нету. Всегда все делается в последний момент и через какие-то ужасающие решения. Поэтому говорить о том, что это решится в этот раз положительно, хоть ты и прав, это очень сложно. Я там суды много проводил. Я много раз выигрывал чиновников, министерств и так далее. Но я не могу всю жизнь с ними драться. Это невозможно. Поэтому я покинул страну. Вернемся к этому. Тимур, очень правильно говорите, да? Дорогие наши слушатели, дорогие наши туркменистанцы и гости этого канала, я узнал, что нас смотрят и в Казани, и в Харькове, и в Беларуси, и на Украине, и в России, и в Европе, по всему миру. Поэтому я раньше выступал только на туркменском языке, только для внутреннего потребления, то есть для граждан внутри Туркменистана. Меня обвиняли в том, что мы все знаем, что вы говорите. Да, вы знаете, но в Туркменистане с одного колхоза или ООО в другой колхоз, который находится 10 километров рядом, даже не слышали. Поэтому мне приходилось рассказывать те новости, на примере новостях, объяснять людям ситуацию в Туркменистане, чтобы у них глаза открылись, они слишком информационно находятся в тюремном положении и физически. Поэтому мне приходилось вещать вот так. Эта передача делается специально для всех русскоговорящих туркменистанцев или для всех, кто хочет исследовать все проблемы в Туркменистане. Мы постараемся в неделю 3-4 раза на русском языке проводить наши эфиры.
Тимур, вот прежде чем мы продолжим, я хотел обратиться к нашим людям, которые смотрят нас. А как вы думаете, почему мы стали манкуртами? Могли бы вы написать тезисно проблемы, по которым, из-за которых мы стали манкуртами? Или систему, или же людей, или же причину основную, почему мы стали манкуртами? Пишите свои комментарии, я буду на экран выставлять. Тимур, как вы думаете, почему мы сегодня проснулись от этого? Почему мы не проснулись в 2010 году, в 2012, 2014, 2018, 2019, 2020? Почему сегодня мы это поняли, даем оценку и начали объединяться как туркменская нация? Начали, бороться с этим режимом так, как надо, а не так просто возле экранов кричать. Почему мы сегодня начали? Почему это не было раньше? Как вы думаете? Здесь один вопрос я хотел бы тоже уточнить. Кто-то назвал туркмены трусы. Туркмены не трусы, поверьте. В Туркменистане находятся и русские, и армяне, и дагестанцы, и кавказцы, и все национальности. Они же тоже не встают. То есть если бы туркмены трусы были бы, другие бы встали. Нет. Вы просто живете, может быть, в России, на Украине, Беларуси, в Европе, и вы свободно говорите. Попробуйте в России против Путина выступать. Я посмотрю на вас. Попробуйте в Беларуси против Лукашенко выступать. Я посмотрю на вас. В диктаторской стране попробуйте против режима выступать. Давать оценку вот так вот махом, вот туркмены трусы. Если бы против вас, допустим, в России работала машина, которая работала против нас в Туркменистане, такая же машина, я не думаю, что в России бы была такая же ситуация. Была именно такая ситуация, как в Туркменистане. Поэтому мы продолжим наш разговор. Тимур, как вы думаете, почему мы все-таки сегодня встали? Почему мы раньше не встали? Почему мы сегодня начали говорить, выступать, твердо бить режим и бороться? Как вы думаете? Этот вопрос я задаю и нашим телезрителям, нашим зрителям. Могли бы вы написать, почему мы сегодня начали, почему раньше не было такого? Тимур, вы нас слышите? Да, да, я слышу. Я хочу, алло, постараюсь кратко сказать, конечно, все. Дело в том, что когда мы жили в Туркменистане, там наши родители, да, родные, это взрослые, там многие глаза закрывал, потому что у нас нету войны. Самое главное, что войны нету, да, вот так. У нас свободное все вот это. Ну, то есть, как бы, с тем, что было довольными. Потом люди, как бы, начали там, как бы, знаешь, потихонечку там дорогу открылась, там кто-то в Турцию полетел, кто-то там в России полетели, там люди начали, и кто-то в Европу полетел. Поэтому они начали, они видели, все, народ наш видели, там, что такое демократия. Как же вот Россия, например, Туркмения не сравнить? Каким бы диктаторством ни было, небо и земля. То есть это то, а вот в этом Европе, там действительно, там прав человека, действительно там есть закон, и закон работает на всех. То есть люди видели, как живут европейцы, понимаете? У нас что творится у нас? У нас, чтобы заработать, чтобы купить дом, они всю жизнь работают, понимаете? Всю жизнь работают, горбатятся. Постоянная нехватка денег, постоянная нехватка продовольствия. Конечно, это толкнуло всех людей входить, и тем более вот сейчас студенты учатся, очень много студентов учатся в России, они не могут получать деньги на карточку. Они голодают, и болеют некоторые, понимаете, болеют. Люди операции попадают. Мы им помогаем. Помогаем, реально помогаем. Но потом все равно, когда с ними беседую, я их тоже понимаю. У меня отец там остался. А что ты вот не выйдешь как активистом, не будешь выступать хотя бы закрытыми там. Но я боюсь, потому что у меня мама, папа там остался. Потому что я боюсь, что там их там начнут, над ними начнут издеваться. Вот. Это сейчас Харамдаг режим, это значит использует наши вот это вот менталитет, потому что туркмены очень привязаны к своим родителям, например, да, вот братьям, сестрам, мы очень сильно привязаны мы с ним. Если их, вот, например, что они думают, если их арестовали, значит, да, если там начнут над ними издеваться, естественно, ты приедешь в Туркменистан. Понимаете?
Вот, поэтому они используют нашу вот это вот любовь к своим родным. Это не, я можно сказать, что это как бы чистый вот менталитет наш, вот этот режим использует наш менталитет против нас, использует. Понимаете? Вот, поэтому, вот. А то, что вот, понимаете, мы живем уже около 20 лет уже живем уже, чтобы тоже там не воевать, чтобы Туркмения, как бы, значит, просто думают, что вот все нормально. Мы уехали оттуда все, потому что элита Туркмении никому не нужны был туда. Сейчас, смотрите, вот мы живем, есть авторитет, например, мы хорошие учителя, мы хорошие преподаватели, обучаем русских, обучаем англичан. Понимаете? Мы тоже хотели бы у себя родине работать, понимаете, тем же самым успехом. Но мы в чужом государстве работаем. Уже стыдно голову поднимать. Таджики, узбеки, все диаспоры приходят, говорят, что творится в Туркменистане? Он уже рекорд бил, рекорд. Он, понимаете, рекорд Гиннеса. Он единственный человек, который можно написать рекорд Гиннеса по абсурдности, что он шизофреник, что он наркоман. То, что он делает, позорит, еще никто в истории так не позорил, как он позорил нас, понимаете? Как люди будут молчать? Естественно, люди будут подниматься наружу, люди будут подниматься изнутри. Понимаете, что творится в Туркмении сейчас? Недавно избили там наших граждан Чаржова, женщин избивали. А знаете, откуда это все получилось? Мы думали, что там из Северного Кавказа там привезли там наемников. Нет. Они у нас, оказывается, там были. Сегодня я получил достоверную информацию от источников, которые находятся в Ашхабаде. Вот. Это проверенный источник, который давно мы с ним сотрудничаем, давно мы с ним работаем, еще не было, чтобы. Потому что есть видео, аудио есть, даже записи есть, но мы не можем передавать здесь, потому что в целях безопасности. А когда нужно будет, у нас есть архив, мы передадим все, кому надо будет. Когда мы приедем в Туркмению, конечно. Возможно, OBC будем там передавать. Поэтому вот это последние года после, ну, то есть, когда уже американцы приехали туда, вот, заехал в Афганистан, тогда вот с тех времен, значит, тысячи людей, тысячи террористов легализовался в Туркменистане. Понимаете? Тысячи людей легализовался, они получили гражданство, они получили туркменское гражданство, паспорта получили. Они охраняют, боевики охраняют, террористы охраняют этих харамда охраняют. Они живут, проживают в Певризе, и они занимаются и тренируются келята. Там тренируются, там есть учебный центр, есть дивизионный там. Там они занимаются, стрельбой занимаются они, короче. А живут они, в Певризе живут они. До сотни людей это охраняет, этих террористов охраняет Харандага. Это люди, которые аж приехали недавно в Чарджов избивать наших людей, изнасиловать наших девочек. Эти люди вместе с прибалтийцами, они пуштуны, они афганцы, которые осели и которые получают деньги, и у них есть дорогие дома, у них элитные дома есть, они семьями живут там и работают в режиме Харандава. Даже сегодня сказали, что где Шимур, который там наш все этот башкирский заповедник под себе замял. Они там оказывается, этими террористами там вытаскивают людей, которые ненужных людей вытаскивают из тюрьмы, вытаскивают людей. Они пускают как, знаете, как животные пускают и за ним охотятся, понимаете? На квадроциклах, на арбалетах, на луках, понимаете, снайперах. Понимаете? Они так развлекаются, понимаете? Потом уже человека убили, симки в гроб засунули и открывать его нельзя. Умер от какого-то боя. Я понимаю, что в тюрьмах сейчас у нас 100% источники сообщили, что давно сообщают, что там ненужных людей, там активистов заряжают гепатитом С. Различным заболеваниям заряжают прямо в тюрьмах заряжают это, понимаете? Поэтому
Вот вот таких случаях я сегодня источник сказал, я чуть не упал, потому что неужели думаю, что сегодня живем в 21 веке, да, вот у нас такой на людей охотится, понимаете? Спокойно охотится в этом подкрестном заповеднике. И люди узнали там, что там есть, я не могу это тоже сказать, там еще один подтверждение есть из Сефедабада. Человек подтвердил о том, что там такой случай, несколько раз они были свидетелем были, то, что там на людей охотилось, там, понимаете? Да, Поэтому, поэтому Харамдаг режим использует этих террористов, потому что я человек, как военный, понимаю, уже он не верит своим очковытирателям, потому что что ожидать очковытирателям? Потому что они как животные, потому что когда хочу, закрою их, когда хочу, буду над ними издеваться. Ну, разве такие люди могут его защищать, когда форс-мажор ситуации? Не может, потому что эти люди и так очковытиратели, подлизы, понимаете? Он этих и сделал. Потом говорю, почему у меня нету таких там? А потому что он этих и сделал. Сами виноваты еще наши военные органы, потому что теперь уже им доверия нету, теперь уже Харамдага охраняют. Даже китайцы там есть даже. Китайцы, понимаете? Там китайцы даже есть. Вот. окей. Спасибо, Тимур, за информацию. То есть нам тоже поступает сведения, что среди вот этих групп, которые приходили и избивали наших женщин и девушек, были иностранцы с Прибалтики, с Кавказа, с Афганистана, что есть специальный отряд в Туркмении, который готов вот подключиться. Вот прибалты уехали с кавказцами, вот остались эти. Что информация поступает с разных источников, что творит Шамы, вот это вот, ворует активистов и издевается над людьми, охоту устраивает над людьми. То есть мы ждем все доказательства, чтобы потом это все представить. Мы продолжим наш разговор. Вот очень хороший вопрос задала. Мурат Курбанов, Мгм. извините, пожалуйста, я вас перебиваю, извините, пожалуйста. Я стараюсь кратко сказать, что Мгм. наши ребята, которые там проживают в Афганистане, Туркменистане внутри и снаружи Узбекистане, мы, дай бог, все будет хорошо, то есть мы предоставим информацию, то есть достоверную информацию, то есть документальную информацию предоставим, и мы работаем над этими. Понимаете, мы знаем, сегодня не знаем, вот это вот, как Агельди, там, Шимыр с кем занимался, 6 человек со стороны Афганистана, как они там торговали там наркотиками, как они перевозили наркотики, как они, короче, людьми торговали, как они там оружие передавали, как они там возили оружие, там, это, значит, одним террористам, вторым, короче. То есть они работали на все стороны, понимаете? Вот. И очень много, то есть тоннами Шимур через себя пропускал это дорогостоящие камни, там, которые, понимаете, там не, Афганистане не контролируется, там очень много там черных копателей, у них, хотя они там бедные страны, но у них дома мешками стоят там вот это вот дорогостоящие камни, они через Шимура, они разбогатели, они покупали через Шимура дома, там элитные дома покупали, оружие, все вот через это Шимура сделали. То есть оружие, боеприпасы, наркотики через него проходило. Еще там участвовал Какагельди, родственник этого Харамдага. Спасибо. Это знаем, мы это докажем, постараемся в течение 3 месяцев, постараемся все сделать, документировать, и мы вам передадим, Мурат Курбанов. Спасибо. Честно говоря, у нас источники разные информации, но на самом деле нам тоже поступает такая информация, и это удручает ситуацию. То есть, если они просто нарушали закон, это одно. Они полностью перешли беспредельность. То есть, они, эти родственники президента, племянники, насилуют девушек. Неважно, вы женаты, замужем. Просто приходят в ресторане, забирают девушек, насилуют и бросают, убивают в канал. Этот этап уже прошел. Сейчас этап охоты на людьми. Следующий этап. Они будут разъезжать и плютками бить людей. Как я и говорил, мы идем в королевство Бердумухамедова. А вот эти племянники будут хозяинами вилаятов, ну, типа Хакима.
наместники. Поэтому если мы будем продолжать сидеть и продолжать просто зарабатывать деньги, да, то есть не сознавая, не давая отчет, в какой мы ситуации, то мы придем к этому. Вот обратите внимание, от того, что мы не даем отчет себе, ситуация не меняется, она ухудшается. А когда мы даем отчет себе, вот мы сейчас в эфире разговариваем, это все распространяется, люди озлобляются, встают, начинают действовать, идет какое-то решение. Сопротивление начинается этому. Если мы просто не входим в эту тему, не занимаемся этим, да ладно, было, со мной не было ничего. Когда ты туда приедешь, ты сталкиваешься, ты потом начинаешь жалеть. Я одну никак не могу понять, Тимур. Вот ладно, в Туркмении люди находятся в тюрьме. В Туркмении люди находятся под колпаком. Только начинаешь говорить, забирают тебя, не дают тебе объединиться с соседом и так далее, и так далее, и так далее. Больше 30% стукачи. Они стучат из-за того, что боятся за свою жизнь, что с ними что-то сделают. Тот, кто поймался, заставляет стучать и так далее, и так далее. Чисто фашистско-сталинский метод. Когда к тебе претензия приходит, и ты не сотрудничаешь с государством, то они с властью, особенно с террористами, Министерством национальной безопасности, то давление идет на твоих детей, семью. В общем, очень мощно. Вопрос в другом. Ладно, внутри, но почему снаружи находится около 1,5 миллиона туркменистанцев, официально граждан Туркменистана, те, которые в Россию уехали, в Украину уехали в Европу лет 20 назад, я их даже в учет не беру. Почему они молчат? Почему их эта ситуация не задевает? Там есть их могилы. Может ты быть русским, ты быть может кавказцем, ты быть может там какой-то иностранец, другой случайно оказавшийся в Туркменистане. Там есть могила твоих предков. Там есть твое детство, которое прошло там. Там есть твоя частичка души. Почему ты не занимаешься тем, чтобы не поменять ситуацию? Я про туркмен не говорю, которые имеют гражданство, которые уехали, находятся в Турции или где-то, которые мучаются, даже не сознают, в какой ситуации они. Обратите внимание, я вам покажу одну тенденцию. Человек уезжает из дома на полгода, то есть на 2 года, на год, заработать деньги, быстро приехать, купить дом, машину и так далее. В Туркмении все поэтому уехали. Половина задолжала денег, уехала, чтобы просчитаться, половина уехала, чтобы машину или дом купить. Вот они уехали туда. 6 месяцев прошло, обратно приехать не могут, год прошел, не могут приехать. Они как роботы работают. Утром уходят на работу, автобус, метробус, работа заканчивается, метробус, автобус домой, искупались, лежат, бездействия. Иногда смотрят наши передачи. Они всегда говорят, у нас времени не то, что бороться нету, спать нету, о чем вы говорите? Так они будут всю жизнь работать. Вот в это же время полгода проходит, 9 месяцев проходит, год проходит, семья в Туркменистане получает только же деньги. Дети не получают отцовского воспитания или материнского. Семья начинает отделяться. И в конце-то концов, через год семья разрушается. Очень многие разводятся. 90% тех, кто уехал, разводятся. Они уже настолько год-два живут без семьи, что они уже соглашаются на развод. Потому что все равно там не проконтролировать. Жена, которая уходит оттуда, бросает своих детей, или берет детей, уходит, пропадает. То есть изначально ты уехал ради своей семьи, чтобы детям обеспечить и так далее. Ты начинаешь обеспечить, семья разрушается. А смысл твоего отъезда? Он поменялся. То есть теперь ты хоть должен понимать это и должен начинать бороться за то, чтобы возвратить семью, возвратить страну свою, которая тоже ушла почему-то, возвратить родину свою, которую почему-то один мерзавец со своим родственником забрал просто. Почему мы это не делаем? Я вам скажу почему. Потому что мы думаем, что мы одни ничего не решаем, потому что, у меня все нормально, но это же государственная проблема государственного масштаба, и я там в этой проблеме, никто, я там, ничего не решаю, я и так боюсь, все хожу и так далее. И чем это закончится? Смотрите, 10-15 лет уже там люди работают на износе. Они работают по 10-12 часов, в месяц имеют 1, 2, 3 выходных. Представляете, как на износ организм работает? Пенсии нету и не будет. Все деньги перечисляются в Туркменистан.
И потом эти люди, естественно, организм же не безлимитный, он или заболевает, раковая болезнь, или какая-то болезнь, или еще какая-то болезнь, он попадает в больницу, умирает, он остается в Турции. А смысл вообще вот этого движения — уехать из Туркменистана, выйти на свободу, работать, отправлять деньги, семью потерять, потом умереть в больнице, попрошая еще у людей деньги, и на этом судьба закончилась. А где твоя счастливая судьба, которая должна была в Туркменистане проходить? Где ты должен был спокойно зарабатывать от 800 до 3,5 тысяч долларов? Где ты должен был свободно идти к соседним областям на свадьбы, на поминки, на мероприятия, где ты должен был со своей семьей жить постоянно и видеть, как твой ребенок растет, и радоваться этому. Радовать своих родителей, которые должны увидеть внуков. Где это все? Почему люди не ставят на весы вот это, которое должно было ихнее быть? Плюс к этому еще надо добавить родину. И вот это, которое они получают вынужденно от бездействия. Почему они не сравнивают? Почему они не спят и не думают? Да, так жить нельзя, хватит уже этот весь беспредел, который никому не нужен. Почему их какой-то там сопливый МХМшник или Министерство национальной безопасности может запугать целое селение? Почему? Мы же не трусы. Мы говорили, мы будем бороться, если вот внутри, ладно, мы понимаем, это система, это президент, вот он у нас монстр, мы его боимся, но если мы герои, если вот снаружи придет враг, мы обязательно встанем победим. Вот пришел враг снаружи. Уже внутри находится около 1000 головорезов, с Прибалтики, с Кавказа подлетают, ездят по вилаятам, вытаскивают женщин, насилуют, избивают, кости ломают, выкидывают. А где наши герои? А где мы? Почему мы не реагируем? Разве это не задевает туркмена? Туркмен, почему я говорю манкурт? Он забыл, кто он. Он забыл, что у него есть страна. Он забыл, что его, где он на велосипеде катался, бегал, игрался, в футбол играл. Вот эти места детства его, это его земля. Это не какого-то коррупционера Бердмухамедова, героинщика, наркомана. Это его земля. Почему он забыл это? Почему он не хочет вот это вернуть, свое обратно? У него, ему воровали, забрали, а он ходит, в Турции ездит, вечером 2 пива купил, сидит, отдыхает, все нормально. Ну да, есть еще более сильные герои, бывшие десантники. Они в 3-4 ночи напиваются и мне звонят. И говорят, как они могут перевернуть мир. На протест не могут выйти, обычный протест. Что вот они поедут домой, они все сделают, они ждут час X там и так далее, и так далее, и так далее. То есть я хочу сказать, почему мы дошли до этого? Ладно, внутри согласен, внутри уже женщины выходят, выражают свое недовольство. Там уже от безвыходности прокормить свои семьи. Почему снаружи наши граждане молчат? Мужчины молчат, которые ходят. Ты попробуй им что-то сказать, они тебе слова не дадут. Какие они герои. Но на протест не выходят. Вообще не выходит. Вообще считает, что все это пустые разговоры. Если это пустые разговоры, покажите правильные действия. Выйдите с нами, или выйдите впереди нас, или поедьте в Туркменистан, я не знаю, сделайте что-нибудь. Ни то, ни другое, ни четвертое. Я одно понял, это супер отмазка. Сейчас последняя отмазка — партизанская война и только партизанская война. То есть они прекрасно знают, что никто не будет делать, но вот они типа, если бы партизанская война была бы, они бы включились, а так нет. А так это все, выйти, допустим, на протест 10 тысяч человек, и сразу полиция, МХМ, все объединяться и пойти во дворец президента, арестовать его там. И если он убежал, вызвать Министерство внутренних дел, Министерство национальной безопасности, Министерство обороны, заставить их пойти арестовать, дать им команду, если они не делают, снять их с работы через замов. Нет, поставить нового руководителя. Со всей этой команды поднять всю страну, перечислять ее, найти этого коррупционера, героинщика Бердмухамедова и арестовать, это можно сделать с 10 тысячами человек. Они почему-то не верят в это, говорят, это невозможно. Как это невозможно? Почему в других странах возможно, в Туркменистане невозможно? В Туркменистане хоть когда-нибудь 3000 человек поднялось? Мы пытались? Нет.
А зачем мы говорим так? То есть меня удивляет, почему снаружи люди ничего не делают. Почему снаружи люди под одеялом спрятались. Есть еще некоторые, которые вообще под кроватью спят. Вот как вы думаете, Тимур? Вы понимаете, что у нас идет банкротство еще со времен Сапармата Ниязова. Понимаю, через мясо прошел, до костей дошел, да, вот это вот испуг и боязнь, все, понимаете, что что это президент, это Бог, это они себе божествовали, да, вот тогда. И наши родители нельзя там против них что говорить. Поэтому нас просто мало того, что они там занимались, и наши родные тоже виноваты с одной стороны, потому что нам не давали говорить правду, понимаете? Поэтому сейчас они убили образование. У нас это вообще вот эта вот проблема с образованностью. У нас, понимаете, убили элиту, у нас элиты не осталось в Туркменистане, вы знаете. Вот. И еще наш так. Какой студент может нормально получить образование, если он приехал в чужую страну и он должен на русском, на чужом языке или на русском, или же на английском языке изучать истории и изучать изучать предметы на чужом языке и работать, и одновременно работать и учиться. То есть, понимаете, я скажу, у нас даже много, очень много студентов у нас, которые возвращаются, они безграмотные. Понимаете, даже они не знают у нас, какие богатства есть. Они не знают, что такое они даже не знают свою историю, даже не знают, потому что им некогда. Они приехали, они там здесь, например, э, не знаю, как они учатся здесь, но то есть кому-то там взятку дали, чтобы получить оценку. Вот. Понимаете? Вот. Где-то что-то здесь кого-то уступка сделал, что там иностранцы там им трудно учить русский язык или там английский язык, там какие-то То есть они приезжают в Туркмению абсолютно безграмотными, понимаете? Если человек не понимает историю, если человек, он даже, ну, естественно, он становится манкуртом, потому что они же должны учить еще детей наших, понимаете? А эти дети, как это будет, у них будут знания, если человек, преподаватель сам еще ничего не знает? Сам Да. не может правильно объяснить там историю, или там или математики, или физики, или там русский язык, или английский язык, понимаете? Грамматика. Человек заканчивает русский язык, не знает грамматику. Человек заканчивает медицинский университет, он не знает анатомию. Еще звонит, помогите, пожалуйста, мне сдавать анатомию. Вы понимаете, что это элементарная анатомия, это элементарно, это понимаете, он должен 100% должен знать. Элементарно, что анатомия же это начало, это основа медицины же. Они не знают, они покупают свои дипломы. А как с них будут нормальные врачи, понимаете? Они просто нас убьют, они просто убьют э, этих больных, понимаете? У нас все то, что они убили образование. Вот понимаете, он еще, я думаю, что со времен Сапармата Ниязова, я там еще работал в войсках, помню, что там нам не нужны умных людей, понимаете? Нам нужны такие простые, как туркмены нужны нам, которые никогда там не выступаются спокойнее, как мал, понимаете? Да. Поэтому с тех времен, значит, туркмены должны быть, у них это как, значит, задача была. Если это серии кардинально это сделали, да, это они очень хороший успех сделали в этой области. У них девиз что было? И девиз? Девиз была, что манкуртство, это значит, люди должны быть голодными, они должны думать только, чтобы найти соль, хлеб и прокормить свою семью, выучить своих детей и таким образом прожить свою жизнь, короче, в нищете, понимаете? Хотя мы живем в богатой стране, 4 место стоит по газовым месторождениям в мире. Вот Да. источник, откуда начинается манкуртство, брат. Спасибо. Да. Спасибо, Тимур. Дорогие зрители, мы
не хотели бы больше часу транслировать нашу передачу, поэтому мы завтра продолжим в это же время эту дискуссию. Я прошу писать комментарии под этим видео. Будет вторая часть, потому что мы должны разобраться. Когда мы сможем разобраться, мы сможем найти выходы решения из этой проблемы. Пока мы разбираемся, естественно, в конце передачи мы дадим все выходы, все пути выхода с этой передачи. Я бы хотел у вас спросить, вот теперь мы начали разбираться в этом. Вы тоже попробуйте дать несколько своих заключений или оценок, как выйти из этой ситуации нашим туркменам. Что надо сделать вначале? Идентифицируйте эту проблему, ну, больше, чем мы сейчас ее рассказали. Посидите, вот прикиньте, напишите на листочке все эти аргументы, может, дополните их. Чем больше вы сможете идентифицировать, тем точнее будет решение. Я хочу вам всем пожелать доброго вечера. На этом мы свою передачу заканчиваем. Тимур, вам огромное спасибо за участие в этой передаче. Мы не можем охватить все вопросы, которые происходят в Туркменистане, но мы будем охватывать самые основные, самые те вопросы, которые могут изменить ситуацию в Туркменистане, которые помогут людям встать на ноги и защитить свои права, конституционные права, которые помогут людям встать на ноги и поменять их судьбу, которая была изначально их предназначена, взять ее обратно. Потому что все, что сейчас происходит, это беззаконно, незаконно, это диктатура, это авторитарность, это желание одного психически больного человека превратить в психбольницу всю страну. Мы ждем белые шины, мы дождались эксплуатацию только белых машин в Туркменистане. Потом были белые бампера, теперь пошли белые поддоны этой автомашины. То есть обязательно все должны перекрашивать. Обязательно. И теперь идут белые автопокрышки. Мы ждем поступления, как будет фото, видео, мы вам покажем. То есть вот до этого маразма дошел так называемый президент, который захватил власть, который удерживает эту власть незаконным путем. Обратите внимание, у него на выборах за него проголосовало больше 90% у него голосов. Этого не может быть нигде в мире, не только в Туркменистане, даже в Северной Корее. Поэтому на этом мы заканчиваем свою передачу. Тимур, огромное спасибо. Вы можете тоже пожелать нашим гражданам, нашим землякам, тем людям, которые проживали в Туркменистане, те, которые болеют за Туркменистан, нашим соседям с Узбекистана, с Казахстана, с Азербайджана, которые смотрят нас. Всем вам большой привет и большое спасибо, что вы присутствуете и смотрите нас и поддерживаете туркменский народ. Вы можете тоже присоединиться к советам нашему народу, если хотите. Тимур? Уважаемые сестры и братья, которые нас смотрят, я хотел бы сказать, чтобы у нас и сегодня смотрит весь мир, и в России, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, постсоветское пространство, Европа, там, в Америке, очень много местах смотрит, и я хотел бы просить своих братьев и сестр, чтобы они сплотились, чтобы они объединялись, чтобы они не боялись этого режима, чтобы они там друг друга поддерживали, чтобы они, если одного соседа забрали, они пусть весь деревня поднимается, пока он не придет, и кто забрал, имена передавайте, кто пришел, кто, фамилия, имя, отчество, передавайте нам, пожалуйста, мы будем тоже со стороны, не будем, будем помогать, будем со стороны. Поэтому я хочу вам желать здоровья крепкого, чтобы вы не болели, чтобы вы держались и не делайте то, что вас повредит, не делайте то, что вам будут от этого будет плохо. Поэтому делайте разумно, делайте вместе. Если какие-то там делаете забастовки изнутри Туркменистана, мой совет, ни в коем случае, ни один, ни два, надо толпой, надо стараться толпой, чтобы поддерживать не только чтобы изнутри, но и поддерживали снаружи, чтобы мы знали, пишите, пожалуйста, нам, мы будем поддерживать снаружи, изнутри постараемся делать. Спасибо вам большое.
До свидания. Всего доброго.